Ровно 10 лет назад оператор студии «Киргизфильм» Мурат Джергалбаев снял полнометражный документальный фильм «Вплавь из Азии в Америку». Конечно, в тематическом плане киностудии такого фильма поначалу не было. Берингов пролив. Причем тут Киргизия? Да и потом, когда директор фильма Райва Тойгонбаева привезла готовую копию в Москву, сдавать ее оказалось некому. Госкино СССР расформировалось. Поэтому о прокатной судьбе ленты говорить не приходится. Ее почти никто не видел, как будто ее и не было. Что, впрочем, не лишает ее редкостного титула последнего фильма, снятого на Киргизфильме по заказу Госкино СССР. Фильм поначалу снимался в Москве, поскольку надо было показать историю столь необычной спортивной структуры Всесоюзной ассоциации марафонское зимнее плавание, возникшей как реакцию на трагедию подлодки «Комсомолец», когда моряки, даже оказавшиеся с помощью спасателей на берегу, погибали от неопытности врачей, не имевших грамотных методик по реанимации переохлажденного организма. Поначалу заплывы спортсменов, ратующих за активное закаливание, проводились на зимнем Иссык-Куле. Проблема виделась не только в оздоровлении и холодовой подготовке, но и в развитии способностей находиться до нескольких часов в ледяной воде, преодолевая при этом до 10 и более километров. В Монголии на озере Хупсугул в 20-градусный мороз заплывы марафонцев носили характер скорее циркового шоу. Но и они показали великие возможности подготовленного организма переносить без риска для здоровья низкие температуры. Медико-биологические результаты таких заплывов показали, что низкотемпературный режим больших рек и морских проливов не мог остановить человека прошлого в его землепроходческой устремленности. Так возникла идея международной культурно-экологической экспедиции путями великих миграций человечества, первым и самым значимым объектом которой выбран водный рубеж между азиатским и американским материками – Берингов пролив. В июне 1991 года состоялся заплыв через славное море священный Байкал. Но и летняя сибирская волна оказалась не теплее зимней Иссык-Кульской. Так что байкальский марафон, потребовав серьезного медицинского обеспечения, стал достойной репетицией перед Беринговым проливом. А еще были тренировочные заплывы в Беринговом море по пути следования теплохода экспедиции к острову Ратманово, от которого до Аляски, до мыса Принца Уэльского, оставалось 7 километров. И все это было для оператора настоящим пиршеством. Даже если море штормило, берега тонули в тумане, а на борту внешне ничего не происходило. А ситуация складывалась критическая, и капитан корабля был готов повернуть назад. Дело в том, что американская сторона въездные документы оформила, а вот у московских чиновников на визовое оформление экспедиции времени не хватило. Пришлось марафонцам дрейфовать в самой горловине Берингового пролива, пока не поступила долгожданная радиограмма, дававшая добро. Но теперь не давала добро погода. Разыгравшийся шторм не позволял и думать о заплыве, и когда волны наконец стихли, время, отпущенное для захода в американские воды, практически истекло. Так что заплыв обозначили чисто символически, когда до Аляски, до порта Ном оставалось несколько сотен метров. Кто захотел, преодолел их вплавь, к немалому удивлению собравшихся на причале американских туристов, кто, не замочив ног, побродил по заграничному бережку, где можно было за умеренную плату получить на прокат старательский лоток и помыть знаменитого аляскинского золотишка. Тоже чисто символически. Впрочем, для него, как для режиссера и оператора фильма, экспедиция состоялась сверх всяких ожиданий.
а отсутствие финишной ленточки лишь давало надежду на дубль в будущем. И об этом Ахмед Анарбаев и президент Ассоциации марафонского плавания «Москвич» Владимир Гребенкин говорили уже тогда, во время прогулок по туристскому Ному. И Мурату оставалось только благодарить свою операторскую судьбу за все ее давние намеки и подсказки, с которых все, собственно, и начиналось. На 5-ю спартакиаду народов СССР в 1971 году Мурат отправился во многом потому, что сборную пловцов республики возглавлял Ахмед Анарбаев, не только серебряный призер первенства Европы, но и давний сосед по переулку. Почти сверстники, они вместе росли, даже ходили в одну секцию водных видов спорта. Но если для Ахмеда плавание стало идеофиксом на всю жизнь, то для Мурата водная дорожка утратила свою притягательную силу после первого же посещения городской станции юных техников, где он впервые взял в руки кинокамеру. С тех пор дорожки друзей и товарищей стали расходиться все дальше и дальше, хотя друг друга из виду они не теряли. И Мурата никак не могли миновать разговоры о том, что расчеты на призовые медали киргизской делегации на всесоюзной спартакиаде по плаванию зиждились на одном Ахмеде Анарбаеве. И надо ж было такому случиться, что Ахмед все заплывы проиграл вчистую и выглядел так слабо, что даже не хотелось снимать. То ли, как говорили знатоки, забарахлил движок, то ли сказались многолетние перетренировки, но надежды спортивного руководства сосед по переулку не оправдал. Вскоре последовали оргвыводы. Ахмед был отчислен из сборной Союза, из сборной республики. Его лишили не только именной дорожки в бассейне, где он всегда тренировался, но и исключили из института физкультуры. Понятно, что тут же он был призван в армию. Что же касается персональной водной дорожки, то на гражданке ею стал для него Иссык-Куль, вдохновивший его на дерзкую мечту – переплыть горное море в самом широком его месте, на траверсе Чолпон-Ата-Тамга. Остаться в стороне от этого вызова Иссык-Кулю счел для себя невозможным и сосед по переулку Мурат Джергалбаев, загоревшийся идеей снять то, что не удалось увидеть на давней спартакиаде. График заплыва был составлен таким образом, чтобы первую половину дистанции, пока пловец был в силе, проплыть вечером и ночью, а завершить марафон утром в светлое время. Однако господин Случай разработал свой сценарий, по которому ночью посреди Иссык-Куля разыгрался шторм. Через 5 часов 30 минут после старта судьи были вынуждены остановить часы. Но разворачивающиеся события нажатием кнопки остановить было уже нельзя. От долгой работы на малых скоростях перегрелся и отказал движок катера сопровождения. Тут же вырубилось освещение и, главное, прожектор. И когда после долгих поисков в свете сигнальных ракет в сумятице черных волн удалось заметить взмах руки теряющего последние силы пловца, это показалось чудом. Во всяком случае, заплывы Ахмеда и его киргизстанских единомышленников не остались без внимания московских коллег. И экспедиция к Берингову проливу началась с Иссык-Куля. А с чего начался операторский марафон? Нет, не с Авгика, хотя именно там, в мастерской классика операторского искусства Леонида Васильевича Косматова, Мурат твердо усвоил для себя ту немудреную истину, что настоящий оператор прежде всего должен постоянно снимать, не ждать, подобно капризной невесте, какого-то сказочного предложения, а профессионально делать самую обыденную работу. А до профессора Косматова у Мурата был другой наставник, некий Николай Федорович Валуйский. Это он когда-то создал и долгие годы вел при городской станции юных техников любительскую киностудию «Зорька». И кто скажет, каким таким образом этот не имевший специального образования человек вовлек в кино больше фрунзенских пацанов,
чем это сделал кто-либо из дипломированных и авантажных деятелей тогдашнего кинематографа. Что они знали о своем наставнике? Конечно, Валуйский вскользь говорил о том, что ашхабадское землетрясение 1948 года лишило его всего – семьи, работы, крыши над головой. Ему удалось вытащить из-под обломков стен только чудом оставшуюся в живых 7-месячную дочку да кинокамеру. Но мальчишки и без подробностей не могли не отметить для себя редкостной готовности этого человека поделиться последним, удовлетвориться малым, способности при всех жестокостях и несправедливостях века воспринимать жизнь как счастливо выпавший билет, которым надо только с умом распорядиться. Вскоре после окончания ВГИКа Мурату довелось принимать участие в съемках фильма режиссера Шаймбека Апылова «Сарыкамышское землетрясение». Тогда в Сарыкамыше при виде разверзшихся трещин земли и съехавших на фундаменты крыш Мурат не мог не вспомнить о трагедии своего первого наставника. Не мог не думать о том, что в основе любого фильма должно быть заложено сострадание. И он с особым настроением снимал динамичные эпизоды работы пришедших на помощь студенческих строительных отрядов, являвших собою истинное проявление сострадания и соучастия. И, может быть, не без влияния этих дней, в жизнь оператора Джергалбаева вскоре и надолго вошла эпопея ударной всесоюзной стройки на Нарыне, где довелось в полной мере испытать счастливое чувство личной востребованности и личной значимости, как в любом деле, так и в отношениях с окружающими людьми. Кстати сказать, подобно многим своим однокашникам, Мурат начал сотрудничать с Киргизфильмом задолго до окончания ВГИКа. В то время на 4-м курсе операторского факультета учился Константин Орозалиев, достойный представитель фрунзенской дзержинки, к которой причислял себя и Мурат. Костя снимал свои курсовые работы на уровне фестивальных картин и по предложению того же питомца ВГИКа режиссера Альгиса Видугириса, пустившего крепкие корни на Киргизфильме, работал в составе его операторской группы над игровой киноновеллой «Это не беда». И вот Костя, в свою очередь, пригласил Мурата поработать с ним в качестве ассистента. Для младшекурсника предложение старшего товарища выглядело вполне заманчиво. Тем более в летние каникулы. Съемки велись в живописнейшем горном урочище Южной Киргизии Арките, где по сценарному замыслу обретался чудаковатый отшельник, вознамерившийся построить лестницу на неприступную скалу. Роль отшельника играл своеобразный Леонов киргизского кино, актер широчайшего творческого диапазона и личного обаяния Советбек Джумадылов. Дублировал его в головоломных трюках на отвесе скалы не менее колоритный человек, бригадир верхолазов строительства Токтагульской ГЭС, мастер спорта по альпинизму Анатолий Болинский. Так, изначальная должность ассистента оператора свела Мурата с Альгимантасом Видугирисом, а через Толю Болинского с верхолазами-монтажниками Токтагульской ГЭС и, в частности, с Мамасалы Сабировым. С Мамасалы Мурат и его напарник Анатолий Сивоха близко сошлись на съемках фильма «В год неспокойного солнца». Мурат был отмечен за эту картину весьма престижной в те годы премией Ленинского комсомола Киргизии. Однако высшей наградой для себя считал дружбу с этим выдающимся альпинистом и прежде всего прекрасным человеком, трагическую гибель которого по сей день чувствует как неприходящее сиротство. Личность. Вот что все больше и больше определяло интерес Мурата к той или иной теме. И чем неординарней был человек, чем напряженнее сгущалась вокруг него ситуация, тем крепче привязывала она к себе кинодокументалиста, подчас, как в случае с Ахмедом Анарбаевым, на многие годы вперед. После ВГИКа Мурат был призван в армию. Многие ребята, как тогда было принято говорить, косили от армии и даже бахвалились тем, что удалось отвертеться. Но Мурат отслужил, как все. А только вернулся домой, в первый же вечер на пороге возник Альгис.
как всегда переполненный эмоциями. «Старик, вот, кстати, утром выезжаем. Ты как? На новый фильм запускаемся. Токтагульское море, день первый. Так что вперед!» По сути дела, для Альгиса это не было новым фильмом, скорее продолжением предыдущего и вступлением к следующему. Подобно тому, как строители Нарынских ГЭС возводили за ступенью ступень свой каскад, так, вторя им, создавал свою кинолетопись Нарынгидроэнергостроя и Альгис Видугерис, выступая то в качестве оператора, то режиссера, а чаще в той и другой ипостаси разом, будучи еще и автором сценария. И ему непременно нужен был надежный второй оператор, и не только с другой точки съемки, но и в чем-то из другой позиции, что могло бы придать картине необходимую многомерность. И Альгис умело использовал этот творческий резерв, строя свои фильмы на крепком фундаменте очень выразительного изображения. Оно добывалось нелегким операторским трудом в промозглых забоях строительных туннелей, на пронизывающем ветру Нарынского каньона, на зыбких трапах, опоясавших отвесные скалы. От изображения, казалось, несло запахами взрывчатки, каменной пыли. Оно кружило голову почти физически осязаемым чувством высоты и оглушительной масштабностью природного и человеческими руками создаваемого феномена. Все это снималось не наскоком, не случайными наездами. Съемочная группа чуть ли не постоянно жила и работала в каракуле, невольно обрастая друзьями и товарищами, и прежде всего из числа тех, кого приходилось снимать, или кто подстраховывал кинодокументалистов на крутизне каньона. Таким был и Мамасалы Сабиров, приветливые улыбки которого, казалось бы, не могли смутить никакие обстоятельства жизни. Не заслужив доверия и поддержки этих людей, на створе просто было бы нечего делать. Ровные, дружеские отношения сложились у Мурата и с киргизфильмовцами. И в титрах документальных лент, снятых за 3 десятка лет, которым он давно потерял счет, демократично представлен весь операторский корпус киргизского кино. Карел Абдыкулов, Нуртай Борбиев, Валерий Виленский, Владимир Котов, Кадырджан Кадыралиев, Марлис Туратбеков, Болот Алимбаев, Шайло Алыкулов. Все это люди одной вгиковской или киргизфильмовской формации, где каждый был своим среди своих. Что же касается режиссеров, то Мурат и здесь проявил свой дар срабатываться с самыми разными характерами, даже если неожиданно для них проявлял твердую неуступчивость в каких-то своих принципиальных позициях. Тем комфортнее ему работалось с режиссером Бекешем Абдылдаевым, обладавшим талантом создавать на съемочной площадке атмосферу жизненной достоверности и доброжелательности, что всегда отличало поставленные им картины и что особенно характерно для киноочерка «Дочь земли». В тематическом плане киргизфильма эта лента рассматривалась как вполне официозная картина, поскольку была посвящена дважды герою социалистического труда Зууракан Кайназаровой и потому выпускалась к 50-летию республики. Личность этой сокулукской свекловичницы, рекордные урожаи которой принесли здешним полям славу сахарной долины, была в Киргизии величиной знаковой. И не случайно они начали фильм с эпизода в мастерской известного скульптора, где маэстро, в соответствии с канонами своего ремесла, лепил модель величественной, мудрой и исполненной государственного масштаба. Увидев, как именитая старуха, приняв указанную мэтром позу, буквально каменела, превращалась в подобие будущего памятника, они напросились к Зууракан в дом в качестве временных постояльцев. Но к съемкам приступили лишь после того, как хозяйка стала обращать на них внимание не больше, чем на любой другой предмет своей немудреной обстановки. Но они вовсе не старались низвести знаменитую Кайназарову на уровень одинокой, забытой всеми пожилой женщины, чьи хронически застуженные на поливах ноги едва позволяли ей добираться до веранды, с которой она смотрела на родное село и прожитую жизнь. Просто они хотели взглянуть на открывшуюся ситуацию с той же веранды и, быть может, теми же глазами.
Возможно, искушенный зритель мог видеть в фильме и явно постановочные эпизоды. Куда денешься? Едва они узнали о том, что в годы войны Зооракан удочерила осиротевших девочек, сразу же возникло традиционное решение найти этих приемных дочерей. А дальше ничего придумывать не пришлось. Таким же эмоциональным прорывом в прошлое явился эпизод с поездкой Зооракан на свекловичные поля, где прошла ее жизнь. Вот когда стало понятно, кем была в молодости Зооракан, что значила она для людей, какой такой силой поднимала она солдаток и вдов на поистине непосильную работу. Ленин біздің атабыз, емгек беріштеп жатабыз, емгек ішін атқарып, біздің комсомол пионерлер оқып жатасыз. Үшінші ордалайсыңар. И когда сегодня, проходя по бульвару Эркендык, Мурат видит монумент Зооракан Кайназаровой, оскверненный охотниками за цветным металлом и нелепыми автографами каких-то молодых балбесов, сквозь горечь, словно лично ему нанесенного оскорбления, он все-таки благодарит свою судьбу. Это она, судьба кинодокументалиста, дала ему возможность застать при жизни поистине выдающегося человека, запечатлеть его живой облик. Похожее чувство дано было испытать Мурату и в дни празднования десятилетия независимого Кыргызстана, когда в газетной информации о награждении 7 известнейших ученых золотой медалью за выдающиеся научные достижения в 20 веке взгляд сразу же наткнулся на близкую сердцу фамилию – Ахунбаев. Значит, не ошиблись он и Ракия Шаршенова, когда еще в 1988 году взялись на свой страх и риск сделать картину «Я Иса». Сценарную основу представили врачи Медер и Нелли Ахунбаевы, мечтавшие отметить фильмом предстоящее 80-летие погибшего в автомобильной катастрофе отца, выдающегося хирурга, первым в Средней Азии начавшим делать операции на сердце. Заявка Ахунбаевых долго мариновалась в сценарном портфеле студии. Человек самобытный и независимый, Иса Ахунбаев не значился в числе фаворитов тогдашнего руководства Киргизии, а тематический план кинопроизводства жестко контролировался в соответствующих инстанциях. Поначалу Мурат не был уверен, стоит ли ему браться за режиссуру фильма, сценарий которого представлял собой ворох разрозненных фотографий, воспоминаний, писем и прочих свидетельств жизни человека, малоизвестной ему сферы деятельности. Хотя, конечно, он знал его лично как друга отца. Но увидев показанный Ракией хроникальный материал, отснятый когда-то на похоронах опального хирурга, его сомнения враз отпали. Он будет делать эту картину. Мурат, конечно, слышал легенды об этом материале. В студии поговаривали, что в связи с похоронами бывшего президента Академии наук было негласное указание никаких киносъемок, и не случайно. Ни один деятель Киргизии не удостаивался такой многотысячной траурной манифестации, какая стихийно переполнила улицы Фрунзе в час прощания с человеком по имени Иса. А снять это народное шествие, вопреки всему и вся, счел для себя обязательным оператор Нуртай Борбеев, формально взявший камеру совсем для других съемок. И, конечно же, этот материал должен был наконец-то увидеть свет. Как и должны были вновь появиться на экране уникальные по тем временам кадры об операции на открытом сердце, прекрасно отснятые Валерием Виленским и потом однажды мелькнувшие в фильме «Клятва Гиппократа». А как было оставить без внимания фотоархив Ахунбаевых, в котором сохранились снимки, сделанные в самые драматичные моменты жизни этого могучего человека? Вот они, энтузиасты 30-х, мечтавшие создать систему здравоохранения, достойную своего народа. Вот он, Иса,
только что вышедший из тюрьмы, куда попал на волне сталинских репрессий, до конца и на всю жизнь познавший цену политической демагогии, но не сломленный и только с еще большей силой жаждущий служить конкретным делом простому человеку. Вот он среди московских коллег, даже их удивив своей решимостью в 50 лет освоить сложнейшую хирургическую технику операций на открытом сердце. Да и в самом деле, зачем ему это было нужно? Ведь каждая такая операция – громадный риск, в том числе и для него самого, для личного благополучия. Он академик, он всего добился, и всем этим рисковать? Своим именем? И ради чего? Но ведь не случайно, и об этом он написал в своих стихах, что его имя издревле означает «Иса», дарующий жизнь. И кто, если не он, поможет малышу от рождения, страдающему неизлечимым пороком сердца? Ахунбаев и переписка. Какое море пронзительных человеческих документов. И он старается всем ответить, если это вообще возможно. Но ведь кто, если не он, депутат Верховного Совета Союза СССР, поможет однокашнику по Ташкентскому медицинскому институту, хирургу Борису Шубладзе, угодившему на волне все тех же репрессий 1937 года на Колыму, и теперь даже после полной реабилитации, нуждающемуся в чьем-то весомом поручительстве, чтобы вернуться к нормальной жизни. А ведь Ахунбаев не просто отписался, он принял коллегу из мест не столь отдаленных в свою команду. И они всю оставшуюся жизнь отработали вместе. Верность идеалам юности, студенческому братству или прежде всего самому себе, своим понятиям о достоинстве и чести, великой значимости человеческой личности, во что надо верить изначально, иначе мир рухнет. Неожиданное развитие темы личного достоинства получила в столь странном для лауреата премии имени Ленинского комсомола Киргизии в фильме «Солтек Молдо», снятом им в начале 90-х годов. Мурат давно приглядывался к деду своей жены, доживающему свой век в одном из отдаленных аилов от Башинского района. Единственной, сквозь всю жизнь пронесенной мечтой этого правоверного старца был хадж в Мекку, что дает право на духовное звание аджи. Но хадж стоит больших денег. И получалось, что настоящим мусульманином может стать лишь тот, у кого тугой карман, независимо от того, каким путем он нажит. И с этим положением, противоречащим всем откровениям Мухаммада, Солтек Молдо не может согласиться. Возможно, именно поэтому в самом начале 90-х годов режиссер Мелис Убукеев предложил Мурату поработать с ним над фильмом «Ислам и кыргызы», финансовую поддержку которого обещала некая фирма. Мелиса Убукеева всегда обуревали крупные, спорные вопросы этики и истории народа, по которым даже официозная позиция не имела общепринятого подхода и потому публично не обсуждалась. Мелис, вот с кем бы всегда хотелось сотрудничать Мурату, несмотря на все громкое разноголосие отзывов и слухов об этом незаурядном человеке. Так что Мурат охотно принял лестные для него предложения, тем более, что спонсоры оплатили не только поездку в Ташкент, где Мурат изучал наиболее важные суры Корана, но и малый хадж в Мекку, как вдруг стало известно, что спонсоры обанкротились, и, стало быть, кино не будет. И осталась от задуманного только кассета, подаренная Мурату в Мекке, с заснятым на пленку каким-то космогоническим по масштабу и мистическим по духу круговращением густого скопища паломников вокруг камня Каабы. Несколько молитв в памяти, которые он успел заучить в процессе добросовестного приобщения к материалу будущей картины. Да нигде не записанное звание Аджи, узнав о котором, люди стали обращаться к нему с просьбой прочесть на похоронах близких поминальную молитву. И тогда отпевать своих товарищей по профессии и вовсе стало своеобразным долгом. Началось с Марлиса Туратбекова.
А потом пошло-поехало. Джакып Рахматуллин ушел. Мелис Убукеев. Советбек Джумадылов. Лиля Турузбекова. Хусейн Ибрагимов. Чего бы он только не сделал, чтобы этот список не приумножался или хотя бы убавил свою прыть. Тут за живых молиться надо, потому что борьба за выживание – это не просто расхожая фраза переходного периода, изрядно растянувшаяся на 2 срока Великой Отечественной войны. Это жестокая в своей обыденности реальность людей, чей труд, чья профессия, еще вчера составлявшие смысл и предмет гордости их бытования, вдруг оказались ненужными, невостребованными, как и они сами. Ему еще повезло. Как раз в канун великих реформ некая алматинская фирма заказала ему снять фильм и заплатила так неожиданно для киргизфильмовца прилично, что Мурат, даже не мечтавший об этом, смог приехать домой на собственном «Москвиче-412». Теперь, оставшись без работы, Мурат смог, подобно многим своим коллегам, таксовать, то есть заниматься частным извозом, что в таком криминальном городе, как Бишкек, эпохи дикого рынка по остроте ощущений могло сравниться разве что с пресловутой русской рулеткой. Как знать, кто садится сзади? 4 раза его пытались и ограбить, и выкинуть из машины. Именно тогда, простаивая часами в ожидании клиента, общаясь с коллегами по несчастью, бывшими инженерами, инструментальщиками, отставными офицерами и музыкантами, он не раз думал о том, что должен сделать о них фильм. Но он его сделал не о вынужденных таксистах и даже не об инвалидах, запертых в тесных стенах своего отчаяния, преодолеть который ничуть не легче, чем холодный Берингов пролив. Фильм назывался «Мир, в котором я живу». И этим названием было сказано все. В свое время в поисках новых ракурсов операторы увлеклись съемками с верхних точек и с движением операторского крана. В видеофильме «Мир, в котором я живу» Мурат опустил камеру на землю, встав перед нею буквально на колени. И тогда вдруг стало видно, чем может обернуться обыкновенная водопроводная труба, по недомыслию проложенная через пешеходный тротуар. Какую неодолимую преграду может представить самые обыкновенные ступени парадных подъездов государственных ведомств для многих и многих наших сограждан. И тогда крупный план кадра с рапидным изображением заплетающихся ног инвалида, с неимоверным трудом преодолевающим эти каменные редуты, становится пронзительной метафорой нашего продвижения к более справедливому обществу. И все эти годы, чем бы он ни занимался, он всегда помнил о незавершенной эпопее Ахмеда Анарбаева. Тем более, что Ахмед как-то намекнул, что настырные москвичи дожимают каких-то спонсоров, и те как будто готовы взять на себя расходы по проведению повторной экспедиции путями великих миграций человечества. Чудеса! Могущественная империя распалась, Советского Союза не стало. А вот Всесоюзная ассоциация марафонское зимнее плавание сохранилась. Правда, теперь уже не всесоюзная, а бери выше, международная. Но устав, цели все те же, так что готовься, оператор. И когда 25 мая 1998 года друзья-марафонцы и киношники собрались за одним столом по случаю 50-летия Ахмеда Анарбаева, благоверный Аджи Мурат Джергалбаев поднял свой бокал с минеральной водой за успех научно-экологической экспедиции Иссык-Куль-98. Для многих это было неожиданностью. Все ждали московских новостей по поводу Берингового пролива, а тут вдруг Иссык-Куль, да еще в такое непопулярное для него время. Напомним, что 5 днями ранее, в результате довольно-таки загадочного дорожно-транспортного происшествия, контейнер с химическими реагентами для рудника Кунтор оказался в речке Барскаун, что вызвало большой общественный резонанс. Так что высовываться на этом фоне с идеей каких-то заплывов на Иссык-Куле было крайне неосторожно.
Но Ахмед идею сразу же поддержал. И не только как тренировку к будущей экспедиции, но и как акцию в защиту чистоты озера, которую так просто можно отравить и не только химическими реагентами. От всех комментариев в прессе он отказался категорически. Никаких лозунгов и плакатов в стане экспедиции не было. Хотя один классический все же промелькнул: «Ахмед, ты прав». Сначала марафонцы проплыли дистанцию вдоль северного берега, другую от Тамги до Барскауна, вдоль южного. Был прекрасный день, было прекрасное настроение от общения с замечательными людьми. И Мурат Джергалбаев очень надеялся, что в какой-то мере ему удастся передать все это своим фильмом. Назвал он его традиционно для Киргизфильма «Репортаж не окончен». И стало быть, можно надеяться на продолжение.